330 аварий произошло в 2014 году на дорогах Владикавказа. 26 человек погибли, более 400 были ранены. Такие данные озвучили сегодня на заседании профильной городской комиссии. Хуже всего ситуация складывается в Затеречном округе. Почти треть всех ДТП произошла именно там. Специалисты также сообщили о снижении детского травматизма, но при этом обращают внимание на рост количества аварий с участием нетрезвых водителей. Статистика также называет самые опасные часы. По подсчетам, большая часть ДТП происходит в период с 4 до 6 часов вечера, а затем с 8 вечера до полуночи. Самыми опасными днями же признаны понедельник, вторник и воскресенье. Главные причины аварий, по словам сотрудников ГИБДД, это превышение скорости и выезд на встречку. Члены комиссии также затронули тему нехватки светофоров. Неудовлетворительное содержание светофоров. Почему? Наш вопрос. Марат Иванович, есть руководители, которые отвечают. Ваня, пока нет гаджета. Почему не удовлетворен? Я вам тогда писал, почему не работают? Мы все выделяем деньги. Почему не работают светофоры? И нечего новые делать, наведите порядок в старых. Еще одна из важных тем – нехватка парковочных мест. Количество машин постоянно растет. Уже сейчас официально зарегистрировано свыше 108 тысяч единиц транспорта. Автомобили зачастую оставляют на тротуарах. Особенно это касается узких улиц в центре города, как, например, Ленина. Проблему пытаются решить уже не первый год, но лучше ситуация не становится. Мэр призвал работать в этом направлении сообща. Один из вариантов – внедрение платных парковок. Первоначально данный вопрос будет использован именно в центральной части города исторической. Мы знаем, что там есть большое количество магазинов, торговых мест. И в связи с этим мы сталкиваемся с вопросом заторовой ситуации на улицах и города Владикавказ. Я думаю, при решении этого вопроса мы повлияем на разгрузку улиц от парковки транспорта. Из года в год проблемы на дорогах города и республики кардинально не меняются. Основными остаются нехватка светофоров и знаков, некачественное состояние разметки и самих дорог. На сегодняшнем совещании принято решение расширить в первом полугодии 2015 года улицы Барбашова и 50-летия Октября. Кроме того, планируется восстановить срезанные шипы на проспекте Мира. А возле лицея искусств и 5-й гимназии появятся лежачие полицейские. Яна Гайгиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.